Доброе утро, Якутия! Доброе утро, наши дорогие телезрители! Мы начинаем наш день на календаре. Сегодня 25 мая, и вместе с вами я, Руслан Ачиров. Как и прежде, мы для вас подготовили интересный выпуск, и давайте прямо сейчас узнаем, что мы вам сегодня покажем. Как начать новый день, чтобы быть весь день в ресурсе? Несколько советов специально для наших телезрителей. Сегодня мы продолжим говорить о программе «Социальный контракт». И сегодня также у нас в гостях будет человек, который реализовал свой бизнес благодаря этому федеральному проекту. Узнаем все нюансы прямо из первых уст. Ну а далее мы продолжим с вами делиться нашими полезными советами, расскажем, как сохранить свой позвоночник в здоровом виде, как и прежде покажем традиционную рубрику этого дня «Пусть мама придет» и «Моя профессия». В конце эфира мы вам покажем сюжет про службу 112 и, конечно, более подробно поговорим об этой службе с его руководителем. Ведь в период ледохода, сезона охоты и пожароопасного сезона вопрос безопасности остается самым актуальным. Так что оставайтесь вместе с нами. А еще больше новостей вы узнаете и увидите, подписавшись на наш телеграм-канал «Утро Якутии». Поэтому подписывайтесь, на ваших экранах также для удобства находится QR-код. Ну а сейчас я предлагаю узнать, какая погода за окном. По данным управления Гидрометцентра, в центральных районах республики по состоянию на 6 часов утра температура воздуха была +1, +7 градуса. В Заречной группе +2, +8, в южных +3. В Вилюйской группе улусов от +4 до +7 градусов, в Нижнеленских 5-7 градусов выше нуля. В западных районах +1, +6, в Колымо-Индигирской группе улусов от -1 до +13. В Янских улусах от -3 до -1, на северо-западе республики -10, 0 градусов. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра составляла +6 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, был штиль, а сегодня днем без осадков, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду, температура от +14 до +16 градусов. Мы желаем всем отличного, продуктивного, доброго утра и не менее продуктивного рабочего дня. Но эффективность человека на протяжении всего дня зависит от того, как он пробуждается. Можно стартовать с выключения будильника в самый последний момент торопливого сбора вещей и спуска в лифте с бутербродом в одной руке и с сумкой в другой. А можно выработать привычки, которые помогут правильно начинать день, наполнят бодростью, силой и готовностью действовать продуктивно с самого начала дня. Сейчас мы вам расскажем и покажем 8 советов, как правильно начать свое утро. Просыпайтесь раньше обычного. Ранний подъем включайте в себя достаточно преимуществ. Утренние дела выполняются спокойно и уравновешенно. Процесс не превращается в беготню. Это дает возможность размеренно подготовить себя к работе и начать выполнять новые задачи раньше других, проведя первые часы после пробуждения без стресса и торопливости. Человек становится продуктивнее и в середине дня сохраняет положительный настрой. Улыбайтесь и думайте о хорошем. Чтобы правильно начинать день, постарайтесь улыбнуться сразу же, как проснетесь. Ученые подтверждают, что улыбка как при пробуждении, так и днем стимулирует выработку эндорфина, дофамина и серотонина, веществ, ответственных за хорошее настроение. Это способствует укреплению иммунной системы. Заправляйте кровать. Застелить постель – один из самых простых приемов в том, чтобы стать дисциплинированнее, ответственнее и продуктивнее. Вы создаете не только визуальный порядок в комнате, но и упорядочиваете себя внутри. Это простое и быстрое действие, говорящее о правильном начале дня. Вы уже выполнили одну задачу, и она оказалась легкой. Привычка заправлять кровать дает понять, насколько важны детали, как они могут становиться ключевыми звеньями в цепочке дел и прокладывать путь к большим проектам. Когда вы придете домой вечером и увидите аккуратно сложенную постель, то поймете, что верно поступили утром.
Пейте теплую воду с лимоном. Выпейте стакан воды с соком целого или половины лимона после чистки зубов. Это полезно для здоровья. Лимонный сок очищает почки и печень, стимулирует их к эффективной работе. В лимоне много витамина С, одного из ключевых веществ, необходимых для сохранения крепкого иммунитета. Вода с лимоном стабилизирует кислотно-щелочной баланс в организме, препятствуя вымыванию полезных веществ из костей и тканей. Делайте зарядку. Утренняя зарядка расслабляет мышцы после сна. Да, они остаются напряженными после этого. Усиливает кровоснабжение тканей и внутренних органов. Используйте обычные упражнения, растяжки или простые позиции из йоги. Сеанс 10-15 минут приведет тело в порядок и настроит его на производительный день. Медитируйте. Начните день с утренней медитации в тишине. Она имеет несколько положительных эффектов. Нормализует эмоциональный фон, снижает стресс, повышает стрессоустойчивость, укрепляет иммунитет. Не обязательно достигать медитативного транса. Просто расслабьтесь, сосредоточьтесь и проведите в спокойном расположении духа несколько минут. Завтракайте здоровой пищей. Об этом говорили и скажут еще тысячи раз. Завтрак – главный прием пищи для человека, особенно для тех, кто старается жить эффективно. Полезный завтрак насыщает до середины дня, поддерживает концентрацию и дает энергию. Создавайте. Прежде чем поехать на работу, посмотрите новости, проверить почту или отправиться на собрание. Создайте. Пусть это будет пост в блоге, рисунок, вышивание, видео, фото или инфографика. Неважно. Главное не обязанности, а творчество, которое позволит правильно начинать день. Утренние привычки могут как построить рабочий день, так и разрушить его. Используйте эти советы, чтобы каждое утро начиналось с удовольствия от жизни и заботы о себе, а уже потом о работе. Ну, раз в советах была информация о зарядке, предлагаем вместе с нами сейчас сделать эту самую утреннюю зарядку. Проведет ее Данил Иванов из Покровска, участник игр Манчары. Доброе утро, меня зовут Иванов Даниил. Я абсолютный победитель игр Манчара по Васагаю. Давайте сделаем утреннюю зарядку. Желаю вам удачного дня, занимайтесь спортом. Вчера мы вместе с вами узнали, что такое социальный контракт и кто может им воспользоваться. Но эту тему мы продолжим сегодня. Сейчас у нас в гостях человек, который непосредственно воспользовался этим контрактом. Узнаем, насколько легко открыть свой бизнес с помощью этой программы. И рядом со мной в студии сейчас находится Прасковья Викторовна Неустроева. Многодетная мама, и будучи мамой, она решила принять участие в этой программе. Прасковья, доброе утро. Расскажите, откуда вы узнали, что есть такая программа? Доброе утро.
О этой программе я была наслышана уже, в соцсетях всегда там писали, говорили, но я думала, что это все невозможно для меня, все так сложно. Ну, как-то раз захожу в свое управу автодорожного округа и увидела информацию на стенде, что есть государственная такая помощь, и можно воспользоваться. Ну, решила сфотографировать и стала уже думать, а почему бы мне тоже не попробовать. Думала и собирала эти документы и подала. То есть, получается, вы много раз видели в социальных сетях, но Да. именно решили начать только когда увидели объявление в таком в бумажном виде. Да, именно в в округе. бумажном виде в своем округе. И тогда и поверила, оказывается, такое есть и вправду. До того, как открыть свое дело, да, по этой программе, чем вы занимались в вашей деятельности? Я занималась, ну, в основном репетиторством. Работала в центрах, репетиторством занималась. Какой предмет? Начальные классы. Начальный класс. Ага. И тогда я уже замечала, что есть очень много детей с отклонением. И то есть ваше дело, оно было связано вот с вашей предыдущей деятельностью. Да. Что вы открыли? Какое дело вы начали? Я открыла логопедический кабинет, потому что я очень люблю детей, люблю с ними работать, открывать новые двери к знаниям, помогать родителям. И когда вот я репетиторством занималась почти более 10 лет, я уже замечала, что очень-очень многие дети, почти каждый четвертый, третий ребенок имеет какое-то отклонение. То ли в развитии речи, то ли в познавательной деятельности. И я решила вот отучиться специально на дефектолога-логопеда и как раз открыла вот свой кабинет. В целом, вот без социального контракта было бы проще, ну, как бы легко сделать, или вот все-таки социальный контракт, вот какую помощь он внес в открытие вашего дела? Ага. Я давным-давно вот про это мечтала, честно говоря, да? Но именно получив социальный контракт, я смогла открыть этот кабинет. Потому что, ну, открыть любое дело, это все равно же какие-то финансовые, нужны же поддержки. Вложения. Да. И получается, вот именно с получением социального контракта у меня появилась такая возможность. Какая сумма примерно была? 300 тысяч. 300 тысяч рублей. Ага. Подобная Да. Это хорошо. Очень хорошо, безвозвратно, просто нужно отчитываться по чекам. Друзья, ну, очень интересная тема. Мы с Прасковьей продолжим наш разговор буквально после небольшой паузы. Ну, а я напоминаю, что в эфире программа «Утро Якутии», и вы также можете подписываться на наш телеграм-канал «Утро Якутии». Ну, а сейчас передаем слово нашим коллегам из новостного блока. Доброе утро, Якутия. Сейчас новостной блок. В скором времени автопарк вооруженных сил в зоне СВО пополнится 2 автомобилями «Волга», которые предоставляет коллектив Якутской городской больницы номер 3. С самого начала специальной военной операции сотрудники больницы постоянно помогают нашим бойцам. Собирают гуманитарную помощь, перечисляют деньги в фонд поддержки участников СВО, отправляют медикаменты. Гражданский автотранспорт на передовой может служить как для транспортировки раненых, подвоза грузов и гуманитарной помощи, так и для выполнения определенных задач отрядами специального назначения. Они верой и правдой нам служили в борьбе с неизвестной тогда инфекцией коронавирусом. Я думаю, что вот эти автомашины, мы подготовили их технически и так подготовили, да, и для передачи документарно тоже подготовили. Надеюсь, что эти машины верой и правдой также послужат для наших бойцов в зоне СВО. По последним данным, в Нерюнгри зафиксировано 3 случая обращения людей, пострадавших от укуса клещей. Было установлено, что все они укушены за пределами Нерюнгринского района. Они возвращались домой из Амурской, Забайкальской областей и Хабаровского края. Всем им была оказана необходимая медицинская помощь, введен гаммоглобулин, и они находятся под наблюдением. При установлении устойчивой погоды в Нерюнгри начнется акарицидная обработка на территориях массового скопления людей, придомовых территориях, летних оздоровительных учреждениях, детских садов.
Нашей организации отправляются клещи в вирусологическую лабораторию города Якутска для того, чтобы определить, энцефалитный клещ или нет. В случае обнаружения клеща у себя или у своего питомца необходимо извлечь клеща самостоятельно, либо в лечебном учреждении, поместить клеща в баночку, либо в любую емкость, закрывающуюся крышкой, положить туда вату, смоченную водой, и принести на Сосновую 5 для дальнейшего отправления в город Якутск. Потепление в республике можно ждать уже на следующей неделе. По словам заместителя начальника Якутского гидрометеорологического управления Татьяны Маршалик, причиной тому, что температура в мае выдалась на 2-3 градуса ниже нормы, стала холодная воздушная масса, проникшая на материковую часть Якутии. Отмечу, что из-за него также в некоторых частях республики выпали осадки. На данный период времени данная масса уже начала прогреваться, что послужило тому, что температура начала постепенно подниматься. В течение этой недели ожидается потепление до плюс 18 градусов. Предварительный прогноз на июнь месяц очень такой позитивный. Температура воздуха почти по всем районам ожидается выше нормы на 1-2 градуса с осадками в пределах нормы. В центральных районах чуть немного больше. Но это, если так обычным языком сказать, мы ждем довольно приличного тепла. Вот. Вообще у нас лето начинается, когда среднесуточная температура переходит в сторону тепла через плюс 15 градусов. Вот это мы ждем в конце второй декады июня. Мы продолжаем наш эфир и напомню, что до короткого перерыва мы начали говорить про федеральную программу «Социальный контракт». И у нас в гостях сегодня Прасковья Неустроева, человек, который непосредственно воспользовался этой мерой поддержки граждан. Прасковья, вот насколько сложно было вот вступить в эту программу? И были ли какие-то отборочные этапы? Можете об этом подробнее рассказать? Ага, ну, как я уже говорила, да, я собрала документы, подала. Потом мне примерно через месяц позвонили, пригласили на защиту проекта. Я подошла, рассказала, как я буду работать. Ага. Там, кстати, при подаче документов нужно обязательно бизнес-план составить. Вот бизнес-план свой защищаешь. Ага. И насколько необходим данный вид деятельности для нас рассказываешь. Ну и потом меня через полмесяца пригласили уже подписать договор. Так ничего сложного не было. То есть главное подготовить документы, Да. да? Вы сами подготавливали или воспользовались Нет, чьей-то я консультацией? нет, я сама. Там обычные документы, там копия паспорта, свидетельство о рождении детей, справка о доходах, копия трудовой книжки и бизнес-план. Все. По вашей программе, то есть по социальному контракту, вам выделили 300 тысяч рублей, они безвозмездные. А каким образом происходит отчетность? Сложно ли это делать? Нет, но все равно человек, вот если уже решился открыть свое дело, да, получается, все равно уже закупается всеми необходимыми там оборудованиями, мебели, в моем случае, например, дидактические материалы, игры. И я просто отчитывалась этими чеками. На данный момент вы уже отчитались полностью? Да, полностью. А сколько вот лет вы уже, или... С прошлого года. С прошлого года уже работает ваш кабинет? А насколько высок спрос на вашу деятельность? Нормально. Хорошо, да? Да. А вот людей, наверное, часто как бы есть такой барьер. То есть если нужно подавать документы или вот такая работа с документами, она, скорее всего, как-то вот упирается в бюрократическую стену, там что-то сложно. Там, в вашем случае вот при социальном контракте сталкивались с такой ситуацией? Я тоже вот сперва думала, да, нужно обойти все круги ада, чтобы получить эти денежки, думала. Но оказывается, все так просто. Ничего сверхъестественного, трудного нет. Обычные документы, там никуда ходить прямо так не надо. Сейчас можно все электронно запросить. Хорошо. А куда вы обратились для того, чтобы заключить социальный контракт? Я в свою управу автодорожного округа. Прямо через да, управу? Через управу я все подавала. Потом вот работники соцзащиты пригласили меня. Далее. Ну, вчера мы, разговаривали со специалистом. Это, получается, социальный контракт. Это такой договор между социальной защитой
и, соответственно, человеком. И Да. помогают. Кстати, программ там очень много, друзья. Ага. Вот. Но, Прасковья, кому бы вы посоветовали принять участие в этой программе и что это вот дало именно вам? Да, вот участвовать может абсолютно любая малоимущая семья, но при отборе преимущество дается многодетной семье. Мгм. И потом, кстати, я хотела бы еще отметить, да, что дает. Когда я пришла отчитываться по чекам, мне предложили обучиться, ну, повысить свою квалификацию абсолютно бесплатно Мгм. в рамках этой программы. Здорово. Я, конечно же, согласилась, обучилась и повысила свою квалификацию абсолютно бесплатно в рамках этой программы. Дает она что? В первую очередь заниматься своим любимым делом. Я же люблю работать с детьми. И во-вторых, ну, повысить уровень жизни семьи, иметь свой доход. И я думаю, любая малоимущая семья, особенно многодетная, может участвовать в этой программе. Мгм. Прасковья, спасибо большое. Мы желаем вам удачи в вашем образовательном направлении, в вашем замечательном деле. И желаем вам всего самого наилучшего. Спасибо, что вы пришли сегодня к нам в наш эфир. Спасибо. Доброе утро, уважаемые телезрители, те, кто к нам сейчас присоединился. Заваривайте чашечку кофе, готовьте завтрак. И вместе с вами я, Руслан Ачиров. Сегодня мы встречаем это утро на телеканале Якутия-24 и НВК Саха. Но в продолжении нашей программы хотелось бы затронуть тему ОСАГО. Водители сочли ОСАГО требующим доработки. Так посчитали водители, опрошенные РБК. Доля таких россиян составила 49%. Согласно результатам опроса, водители в целом недовольны существующим страховым продуктом. Участники отметили, что лимит выплат возмещения ущерба имуществу по ОСАГО должен составлять 400 тысяч рублей. Исследование также показало, что 47% респондентов не пользуются каско из-за его высокой стоимости. 49% россиян среди 953 ответивших считают необходимым увеличить штрафы за отсутствие ОСАГО. Кроме того, 43% респондентов указали на допустимость внедрения системы автоматического вынесения штрафов автовладельцам без полиса ОСАГО с помощью камер. Также опрос продемонстрировал, что 60% россиян в целом довольны работой страховых компаний. Ранее Национальный совет такси обратился к администрации президента с просьбой принять меры для того, чтобы понизить стоимость полисов ОСАГО для такси. В России с осени начнет действовать новый закон о такси. Нововведение предполагает, что при отсутствии ОСАГО могут аннулировать действующее разрешение на такси. Сегодня такое требование отсутствует. В целом, да, как сам я являюсь тоже водителем, хотелось бы, конечно, чтобы полисы ОСАГО были немного дешевле.
Вот, но это лично мое мнение. Ну а детские загородные лагеря, да, впереди у нас лето, проверяют в преддверии летнего отдыха. До начала работ должны быть устранены все предписания, которые были выданы ранее. Буквально через 2 недели в регионе стартует летняя оздоровительная кампания. К работе приступят более 500 организаций отдыха и оздоровления детей. Так, до начала смен в детских лагерях должны быть устранены все предписания по антитеррористической защищенности, соответствию требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства. В эти дни курирующие и контролирующие органы совместно с представителями МЧС России региона и силовых ведомств проводят проверки всех загородных центров. По их окончанию на заседании межведомственной комиссии будет принято решение о допуске лагерей к работе. Напомним, что детским отдыхом и оздоровлением будет охвачено более 60 тысяч юных якутян. Ну а вместе с тем сейчас завершается учебный год. И многие подростки начинают искать себе подработку на летнее время, чтобы каникулы прошли с пользой. И сегодня в рубрике «Моя профессия» мы хотим вам рассказать о профессии, или, можно сказать, призвании – вожатый. Ведь сегодня у юных якутян есть возможность поработать в летнее время помощниками вожатых или воспитателей. Здравствуйте, меня зовут Алексей, и я работаю в детском лагере. Я работаю вожатым уже 6-й год. До этого я прошел переподготовку педагога, то есть умение работать с детским коллективом. Работать с детским коллективом – это очень трудоемкая работа, потому что мы работаем с детьми до 18 лет. А это значит, что от нас зависит, какие впечатления, какие эмоции останутся у ребенка после лагеря. Перед сменой каждый вожатый планирует свой распорядок дня. И еще и с педагогическим составом они планируют план-сетку всего сезона. В сезоне у нас есть различные классные мероприятия, такие как «Мисс и Мистер», «Дэнс Баттл», «Шоу талантов», «Голос дети», спортивные состязания и интеллектуальные игры и так далее. Все эти мероприятия проводятся с учетом возрастных особенностей, ведь, как мы знаем, в лагерях бывают дети разных возрастов. Основная задача вожатого – это найти индивидуальный подход к каждому ребенку, ведь каждый ребенок у нас разные интересы. Ребенок переходит в лагерь, совершенно другую среду, где никого не знает, и поэтому наша задача делать из детей один единый коллектив, чтобы они были сплоченными, дружными и веселыми. Вожатый – это не профессия, вожатый – это призвание. Не каждый может работать с детьми. Вожатый должен быть талантливым, креативным, интересным, и он должен уметь организовать доступ детей. Да, могу подтвердить, то есть работа вожатого достаточно интересная. Сам я, по-моему, где-то около 3 сезонов работал вожатым. Вот, и только самые теплые, замечательные воспоминания. Ну и плюс это возможность подработать в летний период. Ну а тему профессии мы сейчас продолжим сюжетом про профессию модельера. Так, в алмазной столице живет и работает модельер Лев Колесов, который с помощью тканей и ножниц создает уникальные наряды. Свой путь к профессии модельера Лев Колесов начал с детства. Он с малых лет вырос, наблюдая творчество своих родителей. И, наверное, именно это послужило будущей профессии модельера. Я всегда их называю солдатами универсальными. Если надо, и споют, и станцуют, и напишут. И отец у меня народный мастер, он художник. А мама, ну, она в литературной части. Особо специализируется, она прекрасно рисует. Ну, творческие люди. Сегодня дизайнеры стараются сохранить национальные мотивы в современной моде. Лев не исключение. Он создает эксклюзивные модели одежды, платья, жилеты, костюмы и изделия декоративно-прикладного творчества. Специализируюсь в основном на стилизованные якутские наряды. То есть, ну, это и платье, легкое пальто, жилеты, ну, в общем, все предметы гардероба, женского гардероба, но с уклоном и со стилизацией на якутскую тему. Получив бесценный опыт, работая в разных предприятиях, модельер решил уйти в свободное плавание и создать свою линию одежды.
коллаборацию выпустили именно на тему якутского платья «Холодай», то есть здесь сохранены все каноны, да, то есть вот верхняя полочка, внизу вот сборочка байбара, высокие манжеты, но именно эксклюзивность и уникальность состоит именно вот. Смотрите, какая красота. Это вот двухцветное платье «Холодай». У каждого платья есть название. Это платье «Сметана с голубикой». Вот. Смотрите, какая красота. В дальнейшем у модельера очень много планов. Совсем скоро он планирует открыть свою собственную мастерскую, где будут сшить эксклюзивные стилизованные вещи бренда «Икки» с национальным колоритом. Анна Васильева, Мирный. Замечательная профессия. И самое главное, это сразу видно, когда человек любит свою работу. Но надо отметить, что профессия модельера, она большинство времени, скорее всего, проводится в сидячем положении за той же швейной машинкой, как мы видели сейчас. И я думаю, что всем представителям таких подобных профессий, где основное время вы находитесь в сидячем положении, нужно почаще двигаться. Ну и далее наш сюжет продолжит эту тему советами, как не навредить своему позвоночнику. И мы узнаем, какие обычные позы убивают наш позвоночник. Эти позы мы занимаем ежедневно, по несколько раз в день, и что в итоге приводит к боли в спине. Горбимся за рулем. Такая поза, особенно если в ней оставаться продолжительное время, очень вредна для спины. Чтобы снизить нагрузку на вашу спину во время поездки, спинка водительского сидения должна быть слегка отклонена назад. Убедитесь, что вы плотно опираетесь на нее спиной. Ваш таз прижат к сидению, колени расположены слегка ниже линии бедер, а руль находится чуть ниже уровня глаз. Во время долгой поездки старайтесь регулярно останавливаться, чтобы дать спине отдохнуть. Сутулимся за компьютером. Старайтесь сидеть так, чтобы ухо, плечо и бедро были на одной линии, таз был прижат к спинке кресла, а ступни упирались в пол. Экран компьютера при этом должен быть на уровне глаз. И не забывайте регулярно делать перерывы, чтобы потянуться и сделать несколько упражнений. Смотрим в телефон. Когда вы стоя листаете свой смартфон, наклонив голову вперед, на шею и спину оказывается серьезная нагрузка. Лучше не проверять телефон стоя или на ходу, а дождаться возможности удобно сесть и смотреть на экран, держа его на уровне глаз. Если вы все же делаете это в вертикальном положении, старайтесь опереться спиной и головой на стену и не смотреть вниз, а поднять телефон до уровня глаз. Засыпаем, сидя на диване. В конце тяжелого рабочего дня так приятно задремать, сидя на мягком диване перед телевизором. Однако, скорее всего, вы проснетесь с болью в шее и спине, связанной с неправильным положением тела. Спать нужно горизонтально, в идеале на ортопедическом матрасе и с ортопедической подушкой. Если вы спите на боку, необходимо положить между коленей плоскую подушку, чтобы поддерживать естественное положение тела. При сне на спине подушку следует поместить под колени. Я думаю, что полезные советы, которые вы видите в наших эфирах, помогут вам, в том числе и вот этот сюжет поможет убрать боли в спине. Ну, а в целом хотелось бы отметить, что наш эфир очень-очень полезный. И по традиции мы продолжаем нашу рубрику «Пусть мама придет». И спешим вам сообщить, что 7 детей, показанных в нашем эфире, недавно обрели свои семьи. Это очень радостная новость для всех нас, и мы надеемся, что и для Киры, которую вы сейчас увидите, найдется семья. Знакомьтесь, Кира, ей 15 лет. Кира поступила к нам совсем недавно, несколько дней назад. Ну, так очень хорошо влилась в коллектив, очень эмоционально, очень общительная девочка. Вот. Целый день мы с ней общаемся, когда я на смене нахожусь. Ну, говорит, что все понравилось ей, что все нравятся. Девчонки с ней так тоже приняли ее хорошо, общаются, дружат. Кира интересуется здоровым питанием и учится готовить разные блюда. А что ты умеешь готовить, кстати? Яичницу, потом что еще не умею готовить? Блинчики? Нет. Да, блинчики умею готовить. Кира, а что бы хотела научиться готовить?
Каша, наверное. Каши? Да, потому что моя самая любимая каша – это рисовая. Любит Кира приходить в спортивный зал и заниматься на тренажерах. Вместе с преподавателем Кира учится шить. Это ей, как девочке, обязательно пригодится в жизни. Кира творческая. Она любит рисовать и петь, и, возможно, свое будущее свяжет с творчеством. Я знаю, все будет, забудьте, люди, я так больше не могу. Мы надеемся, что для Киры найдется семья, и новые близкие люди помогут реализовать ее планы. На календаре 25 мая, и сегодня День бухгалтера в Мексике, День клоуна в Перу, День майской революции в Аргентине и День освобождения в Ливане. А какие праздники сегодня отмечаются у нас и в мире, узнаем из нашей постоянной рубрики «Даты и события». 25 мая – Международный день пропавших детей, День филолога, Всемирный день щитовидной железы, День работников по пропаганде безопасности дорожного движения и День Африки, Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий. Сегодня также День полотенца. Его отмечают поклонники творчества британского писателя Дугласа Адамса. В своем романе «Автостопом по галактике» он описал полотенце как незаменимую для автостопщиков вещь. 25 мая – День нерпенка, детеныша нерпы. Этот трогательный экологический праздник начали отмечать на берегах Байкала. Затем он распространился по России. По народному календарю, если утро этого дня будет с яркой зарей, то это к жаркому пожарному лету. Если утром небо затянулось тучами, то к дождливому и холодному лету. 25 мая 1682 года начался стрелецкий бунт в Москве. Произошло это после смерти царя Федора Алексеевича, который не оставил прямого наследника. В этот день в 1869 году открыто здание Венской оперы. В 1905 году 25 мая началась всеобщая стачка рабочих Иваново-Вознесенска. Забастовка текстильщиков города длилась 72 дня. 25 мая 1957 года открыта крупнейшая в СССР гостиница «Украина», одна из 7 сталинских высоток Москвы. 25 мая 1931 года родился Георгий Гречко, советский космонавт, дважды Герой Советского Союза. В 1941 году в этот день родился Олег Даль, советский актер театра и кино. 25 мая 1942 года на свет появился Александр Калягин, советский и российский актер театра и кино, режиссер, народный артист РСФСР. В 1971 году в этот день родилась Кристина Орбакайте, российская эстрадная певица и актриса, заслуженная артистка России. Именины в этот день празднуют Герман, Денис, Евдокия, Иван, Петр, Семен, Федор и Филипп. Из-за прохождения ледохода в ряде районов Якутии был объявлен режим повышенной готовности, который действует и по сей день. Также с 22 мая на территории республики объявлен пожароопасный сезон. В связи с этим все экстренные службы переведены в режим усиленной работы. Но если вы попали в экстренную ситуацию или с вами что-то, не дай бог, произошло, то вы можете смело позвонить на единый номер 112. Оператор 112, слушаю вас. Что у вас случилось? Систему вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 запустили на всей территории республики в 2020 году. За это время служба расширилась, и теперь они располагаются в 2 зданиях. Всего обработкой входящих вызовов занимаются более 30 человек. Служба 112 на территории республики размещена во всех единых дежурно-диспетчерских службах, муниципальных образованиях, дежурно-диспетчерских службах экстренных оперативных служб. Таким образом, мы обеспечиваем взаимодействие с экстренными службами
в любое время дня и ночи, так как мы несем круглосуточное дежурство. Только за прошлый год служба обработала более 500 тысяч звонков. Из них это 12 533 в полицию, 15 651 в скорую помощь, 12 533 в пожарную охрану, 602 в газовую службу, 234 в МЧС России по Республике Саха-Якутия. В среднем в день к нам поступает от 2100 до 3000 звонков. Это за всю смену. В это время как раз у нас идет пожароопасный период, паводковая ситуация, сельхозпалы, ну и обострение вирусных заболеваний. Каждый звонок определяется максимально быстро, вплоть до определения месторасположения человека, который обращается в службу. Звонок поступает, и по карте, по ТУГИС-платформе мы видим местоположение абонента, откуда он звонит. При поступлении вызова мы можем определить, с какого устройства поступил звонок. Это может быть сотовый телефон, это может быть планшет, это может быть телефон без сим-карты. Так как без сим-карты люди могут дозвониться до службы 112. На сегодня служба взаимодействует практически со всеми экстренными службами, так что если вы попали в какую-то экстренную ситуацию или с вами что-то произошло, а рядом никого нету, кроме мобильного телефона, то вы можете смело позвонить на номер 112 и попросить о помощи, даже, как уже было сказано, при отрицательном балансе. Дмитрий Тымыров, Якутск. На территории Якутии в связи с прохождением ледохода и с началом пожароопасного сезона, который объявлен в ряде районов республики, все службы переведены на режим повышенной готовности. И в первую очередь, конечно, это служба 112, о которой мы только что вам рассказали. И более подробно о работе этой службы в эти и другие дни мы поговорим с нашим гостем в студии. Это Денис Якухнов, начальник этой службы. Доброе утро. Да, доброе утро. Денис Сергеевич, расскажите немного, что изменилось за эти 3 года в службе 112? На самом деле, с момента организации службы изменилось очень многое. Мы создали и полностью укомплектовали резервный центр обработки вызовов. Кроме того, мы установили комплексы в службу спасения Республики Саха-Якутия. Мы установили комплекс системы 112 в Республиканский центр медицины катастроф. Это сделано для того, чтобы организовать еще более лучшее взаимодействие между службами. Также были проведены интеграционные работы между системой 112 и внутренними системами Министерства внутренних дел Республики и станцией скорой медицинской помощи. Когда вы говорите, что установлен комплекс 112, это значит, что это означает? То есть операторы находятся также и... Установлено оборудование, система 112 на рабочих местах дежурно-диспетчерских служб. И операторы той службы уже находятся в едином информационном поле с нами, и мы обмениваемся всей информацией. То есть более оперативно это происходит? Более оперативно, совершенно верно. Ну вот, конечно, первый, с кем разговаривает человек, который звонит в 112, это оператор, да, службы. Вот, какие требования к операторам, вот, когда вы принимаете их на работу? Ну, конечно, основным и приоритетным, я бы сказал, порядке мы рассматриваем кандидатов, которые имеют психологическое образование, кандидатов, которые знают различные иностранные языки, имеют опыт работы в колл-центрах. Ну и также немаловажным для нас фактором является скорость набора текста. Кроме того, ежегодно операторы службы 112 проходят курсы повышения квалификации. Это в том числе работа с трудными клиентами и оказание первой доврачебной медицинской помощи. То есть человек, оператор, который находится на том конце, он еще может давать советы для того, чтобы оказывать первую помощь. Правильно? Да, такой скилл, так сказать, у нас тоже есть.
Ну, это прямо вы описали такой, да, достаточно человек, можно сказать, супермен практически. Это оператор обрабатывает звонок, дает психологические советы, успокаивает, да, если нужно. В этот момент он набирает на клавиатуре информацию для службы, она сразу мгновенно поступает, например, в скорую помощь. Я правильно понимаю, да? Все верно. Все одновременно. Кроме делается. того, система позволяет обеспечить комплексное реагирование всех экстренных служб. То есть, если необходимо привлечь сразу на происшествие несколько служб, то все эти службы получают информацию в режиме условно реального времени и отрабатывают по своим регламентам уже сами. Мгм. Вообще служба 112 это работает безостановочно, то есть круглые сутки, 24 часа, 7 дней в неделю. Вы все верно сказали. Мы работаем круглосуточно, 24/7, 365 дней. А вот, например, такой момент, человек звонит с сотового телефона и не может назвать адрес или свое местоположение. Есть ли возможность определить его местонахождение? Да, система имеет такую функцию. Мы видим все входящие звонки, видим геолокацию абонентского устройства, с которого совершается вызов. Зачастую бывает так, что абонент, человек, попавший в трудную ситуацию, может перепутать условно тракт, Маганский, Цирский, сказать, что он находится совершенно в другом месте. Оператор, в свою очередь, увидит его местонахождение и задаст еще раз уточняющие вопросы, чтобы определить все-таки, где он находится, и назначить уже те службы, которые смогут ему помочь. То есть позвонить, ну, понятно, со стационарных телефонов, да, с мобильной связи, если в черте города, если нет покрытия сотовой связи, то позвонить, можно ли дозвониться в службу 112? Ну, если уже нет покрытия сотовой связи, то, к сожалению, дозвониться к нам не получится. К нам можно дозвониться со спутниковых телефонов, даже если у вас отрицательный баланс. Да, если ваучер не продлен, вы со спутникового телефона все равно дозвонитесь до нас, и мы окажем вам помощь. А если покрытие любой базовой станции, если вы оператор абонента, оператор Мегафон, но рядом находится базовая станция МТС, вы до нас обязательно дозвонитесь. То есть покрытие любой компании, любой сотовой связи, неважно, какой. Это очень хорошо. Скажите, а вот такой вопрос. Бывали ли такие случаи, как, например, из фильмов, да, вот остросюжетные, вот, связанные с телефонами службы спасения? Вот, например, как фильм «Тревожный вызов». Ну, на самом деле, очень много разных вызовов, сложных вызовов приходит операторам службы 112. И наши операторы, на самом деле, в любом случае делают все возможное, чтобы помочь человеку, попавшему в трудную ситуацию, вплоть до того, что даже выходят за регламенты своей деятельности. То есть еще может как бы разговор перейти в другую сторону. Да, ну, все зависит от ситуации. Могут привлекать не только экстренные службы, с которыми у нас организовано взаимодействие, но также и связываются с теми службами. У нас есть справочники всех служб, которые необходимо привлечь, чтобы оказать помощь человеку. Вообще общение оператора кем-то контролируется и ведется ли аудиозапись звонков? Да, конечно, все все звонки, поступившие в систему 112, они фиксируются, все записывается. Контроль качества осуществляется старшим смены, но также административным персоналом службы 112. Скажите, вот есть какие-то советы, вот, ну, все бывает, да, вот, например, какая-то экстренная ситуация случилась, как должен говорить звонящий человек, да, то есть что должен именно в первую очередь сказать, есть ли какой-то алгоритм, да, чтобы оператор службы 112 быстрее среагировал и оказал уже помощь? Конечно, для принятия решения нам необходимо определить все-таки, что случилось,
у человека, то есть максимально кратко объяснить ситуацию, в которую он попал, ну и также объяснить его местонахождение. То есть в таком случае мы максимально быстро сориентируемся, передадим и назначим те экстренные службы, которые необходимы. Может быть, еще какие-то ваши пожелания для телезрителей, связанные с вашей деятельностью? Да, конечно. На самом деле в службу 112 очень много поступает вызовов ложного назначения, это детские шалости. Поэтому хочется обратиться все-таки к родителям, чтобы родители провели беседу с детьми, и единый номер вызова всех экстренных служб необходимо набирать только в тех случаях, когда ребенку или его близким действительно необходима помощь. Вы, кстати, затронули действительно ложные вызовы. Как часто они поступают в службу 112? К сожалению, это боль, наверное, всех экстренных служб. Очень много ложных вызовов поступает. Ну, это связано в том числе вот как раз с детскими шалостями. Родители дают абонентское устройство, телефон детям поиграть, вынимают из него сим-карту. А он в любом случае к нам звонит. Ну, желаем, чтобы меньше было ложных вызовов в вашу службу. И, конечно же, желаем в вашей службе продуктивной работы во благо безопасности жителей города и республики в целом. Спасибо. Спасибо большое. Друзья, ну а сейчас мы передаем слово нашим коллегам из новостного блока. Доброе утро, Якутия. Сейчас новостной блок. В Ленском речном порту официально открыли 68-ю навигацию. Ленский речпорт уже принял первое судно. 20 мая груз доставило судно «Михаил Латко». В своем приветственном слове замглавы района Евгений Саморцев отметил особую значимость Ленского речного порта. Ленский речпорт, который называют воротами Алмазного края, обладает современным крановым хозяйством. Через него поставляют все стратегически важные грузы для компании «Алроса», а также для других предприятий и организаций. В этом году Ленский речпорт планирует переработать около 400 тысяч тонн грузов. Ямочный ремонт 12 улиц горячим асфальтом в столице республики завершат до конца мая. А на сегодня работы по ремонту ведутся на улицах Аюнского, Лермонтова и 50 лет Советской армии. На днях дополнительные работы по ремонту ям начнутся на улице Дежнева. Полный объем работ по ямочному ремонту проведен на улицах Хабарова, Быковского, Гагарина, а также Богатырева, Дзержинского, Богдана Чижика, набережной имени Романа Дмитриева и по Сергеляхскому шоссе. Объем выполненной работы по последним данным по ямочному ремонту в городе составляет 63,5%. Общий объем ремонтируемых ям более 7 тысяч квадратных метров. Живет победа в поколениях. Под таким лозунгом состоялся первый городской патриотический слет дошкольных учреждений во Дворце детского творчества. Такое мероприятие проводится в детских садах не впервые. Его организуют ежегодно с 2020 года. Однако раньше они проходили на собственных площадках дошкольных учреждений. Но в этом году мероприятие приобрело уже общегородской формат. В нем приняли участие 12 детских садов. В начале слета воспитанники маршировали, затем представили зрителям концерт. Кроме того, в рамках слета была организована выставка макетов военной техники, сделанной самими детьми с их родителями и воспитателями. Здесь представлены 12 детских садов. Они прошли отбор, в течение 2 месяцев выбирались лучшие. Мероприятие посвящено Великой Победе. Воспитывается в наших детях патриотизм. Хочу поблагодарить родителей за невероятно красивые костюмы и наших детей за такое замечательное настроение. И каждый хотел себя показать, проявить. В Амгинском районе на время летних каникул будет функционировать 19 лагерей по разным направлениям. Из них 18 дневного пребывания. Организация летнего отдыха и оздоровления детей является приоритетной задачей работников системы образования Амгинского района. В этот летний период Улус готов охватить 1320 детей по 19 лагерям. Этим летом в Улусе будут работать педагогические, творческие, оздоровительные и трудовые лагеря. Кроме этого, 43 школьника будут отдыхать за пределами района в летних лагерях республики. Также особое внимание будет уделено детям семей участников специальной военной операции. Для их отдыха выделены специальные средства из бюджета. Они будут охвачены летним отдыхом на 100%.
Программы летних лагерей у нас рассчитаны, чтобы дети приходили с радостью, по их интересам. И также мы придерживаемся приоритетных направлений развития нашей страны, республики. Поэтому в этом году мы открываем и педагогические лагеря, лагеря отдыха и труда, оздоровления. И, конечно же, у нас в этом году в Амгинском улусе объявлен год патриотизма. И мы дали задание каждому лагерю вот в своих программах отразить данное направление. Это были все новости к этому часу. До новых встреч. Спасибо большое. Ну и, конечно, мы желаем всем отличного, бодрого утра. Впереди у нас четверг, да? Завтра у нас будет пятница, поэтому, друзья, до конца недели осталось совсем немного. Ну и хотелось бы сегодня в завершении эфира напомнить о погоде за окном. По данным Управления гидромедцентра, в центральных районах температура воздуха от +1 до +7, в заречной группе от +2 до +8, в южных +3, Вилюйская группа улусов +4, +7, в Нижнеленских 5-7 градусов выше нуля, в западных 1 +6, в Колымо-Индигирской группе улусов -1 +13, в Янских -3 -1, на северо-западе республики -10 0 градусов. Сегодня днем в городе Якутске без осадков, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха +14, +16 градусов. Ну а буквально завтра мы вновь встретимся в нашем эфире на канале Якутия-24 НВК Саха. Вас ждет темы, да, такие темы, в том числе, как правильно уходить в отпуск, мой питомец, музейный гид и итоги конкурса «Вот это да». Мы желаем вам отличного настроения и до новых встреч в эфире.